Якутская епархия вновь стала победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. Проект предусматривает продолжение серии фильмов «Храмы Якутии». Съемочная группа побывает на севере Якутии и центральной ее части. Храмы находятся в глубинке, но каждый из них по-своему уникален. Уникальность нашего храма, наверное, я бы так отметил, повторю слова владыки нашего, в том, что он стоит в воротах в Якутию, так сказать, да, это дорожная, вот эта вот транспортная развязка, которая идет дальше на север и через реку к нам в столицу Якутии, и вот он стоит в этих воротах, как говорится, как форпост. Это уже 4-й грант президента России, который получает епархия. За это время снята целая серия фильмов, посвященная святыням края. Это и церкви, и чудотворная икона, жемчужина православной Якутии. Особое внимание было уделено тем, кто нес Слово Божие на этих землях: святителю Иннокентию Вениаминову, апостолу Сибири и Америки, и епископу Дионисию Хитрову, первому архиерею края. В кадре были и исторические личности, и современник. Сегодня епархия продолжит свою работу. Очень радостно, что проект «Храмы Якутии. Историческое наследие России», второй этап, выиграл грант президента России. Особенно сейчас, в год 150-летия Якутской епархии. Проект большой, включает 3 документальных фильма о храмах Якутии, причем 2 из них находятся в арктической зоне. Храм преподобного Серафима Саровского в городе Удачный и храм Преображения Господня в поселке Чукурдак. Ну и кроме того, храм Благовещения Пресвятой Богородицы здесь у нас, близ Якутска, поселок Нижний Бестях. Все 3 храма новые сравнительно, то есть нашего времени. Это современная история Якутии, это очень важно. Дело в том, что так получилось, что в нашей огромной бескрайней стране о такой огромной территории, как Якутия, которая занимает примерно 5-ю часть страны, очень мало знают. И, к сожалению, в самой Якутии есть другая проблема, что после советского периода до сих пор не восстановлена историческая память народа, который, как известно, уже сейчас об этом можно со всей определенностью говорить, вслух все ученые об этом говорят, народ был на 95 почти процентов крещенным православным. К сожалению, за советские годы от вот этой части культуры якутского народа почти ничего не осталось. Фильмы пользуются большим спросом как на территории Якутии, так и за ее пределами. Проект также предусматривает и создание роликов «Читаем Евангелие вместе», один из уникальных проектов России, ведь Слово Божие здесь звучит на 2 языках.